Все дети когда-нибудь вырастают, но именно подростковый период зачастую является самым сложным в жизни каждого, как самого ребенка, так и его родителей. Именно в этом возрасте идет активный поиск и проверка того, что разрешено, а что находится за пределами дозволенного. Однако даже если границы установлены по тем или иным причинам, несовершеннолетние совершают противоправные поступки. В 1988 году абхазской поэтессой Нелли Тарбо был создан детский фонд Абхазии. Это было отделение Всесоюзного детского фонда. Фонд помогал многодетным семьям, матерям-одиночкам и вел большую общественную работу. На сегодняшний день фонд возглавляет дочь Нелли Тарбо Асида Ломи. Основные направления деятельности остались прежними, но к ним добавилось еще правовое сопровождение, мониторинг судебных процессов по несовершеннолетним правонарушителям. Когда мы говорим с юристами, получается так, что в Уголовном кодексе Абхазии есть статьи, в которых как раз-таки оговаривается все вот абсолютно, как должны себя вести и следователи, допустим, когда дети попадают, какие они имеют права, как с ними надо, какое может быть наказание и так далее. Но в Уголовном кодексе, вот сейчас, наверное, юристы могут со мной спорить, ну хорошо, пусть поспорят. Дело в том, что говорится о наказании, понимаете это? А когда мы говорим о том, что ребенок до 18 лет не может считаться преступником, то есть он нарушил какие-то там, допустим, законы или же какие-то общественные, допустим, наши в какой-то ситуации такое получилось, что он действительно там или украл, или с кем-то подрался, или же кого-то оскорбил там и так далее, то этих детей нужно не наказывать, а перевоспитывать. В каком смысле? Постараться на них повлиять. Естественно, с этим ребенком должны работать. И вот во многих странах, и постсоветских тоже странах уже это принято, начинают работать с ними и психологи, и социальные работники, и люди вообще. Понимаете, иногда надо работать не только с этим ребенком, а работать с целой семьей. На удивление, конечно, когда ты вырос в такой полноценной семье, когда у тебя были такие прекрасные родители, и это было совершенно для нас это как-то неприемлемо, и мы не понимаем этого. Но мы не можем отказываться и думать о том, что, значит, этих людей не надо, им не нужно им помогать, или же в чем-то их порицать, или... Председатель детского фонда Абхазии Асида Ломи рассказала, что идея заниматься вопросами защиты прав детей, которые попали в конфликт с законом, появилась в 2016 году, когда подросток из малоимущей семьи был осужден за кражу. У этого подростка не осталось никого, кто бы стал на его защиту. И у нас, например, вот когда мы говорим, да, у нас были плохие периоды, вот там недавно кто-то написал, действительно, мы должны это признать. Если у нас были плохие периоды, мы виноваты в этом. Когда мама мне говорила, почему мы все-таки, я говорила ей, почему все-таки мы такие оказались, все-таки какое-то есть, как несчастье какое-то. Она сказала, вот так она мне говорила. Хотите, это покажите. Я сказала, я их она говорила, хучка апшдзако, и наган иртиван. Вот видишь, сара буржу, высшила ахарас шотуз, апсшехсет, из зигирахар, из такзам, из банзарим пхачаропу бри, аха, и нарежу азгапцриачкунцы, и жичны, и наган аниатуркцирутун иртиван. Продавали детей в рабство, получается. И на самом деле это ведь было в нашей истории. Да, сегодня мы скажем, что этого нету, но это было, и мама, к чему я хочу сказать, просто она сказала, что этот был большой грех, и у Барткелтругунаха ехагигат хацопхара. Понимаешь это? Я сказала, почему Усхан в средние века или в 19 веке или в 18 они это делали, почему мы сегодня должны за это страдать? Но это ведь так просто не проходит. Понимаешь, это Бог тебя за это наказывает. Нельзя делать плохого ни в отношении никого. Вот как раз-таки в отношении чужого красивого ребенка тоже. По принципу ювенальной юстиции все дети до 18 лет считаются детьми. К ним нельзя относиться как к взрослым преступникам. До 18 лет государство должно заниматься судьбой этого маленького человека, чтобы он не был потерян для общества и не выбрал преступный образ жизни. Дети из неблагополучных семей, когда за спиной у них нет влиятельных родственников, у них нет родителей, которые имеют
достаточные финансовые возможности. Ну, зачем? Можно же это сказать, в конце концов, открыто. Как правило, эти дети могут подвергаться и психологическому, и физическому насилию. И, к сожалению, они об этом потом, когда ты хочешь помочь им и сказать, что ваши права были нарушены, что никто не имел права вас не пугать, не бить и так далее, они никогда не говорят правды, потому что они боятся, что в дальнейшем это им может помешать. Я имею в виду, и родители тоже сами боятся этого. Вот. К сожалению, это очень неприятно слышать. Когда ты это слышишь и видишь, это очень неприятно. Люди, которые выиграли такую страшную войну, мы, оказывается, здесь внутри у себя можем проиграть любому человеку, который может себе позволить такие вещи и не имеет права нарушать свои должностные полномочия. На сегодняшний день международное сообщество разработало все правила, стандарты и конвенции в отношении прав детей. Но у Абхазии пока такого опыта нет. Для этого необходимо внести изменения в наше законодательство, применимое к нашим реалиям, внедрить принципы и стандарты. Наше законодательство, конечно, в какой-то части оно проводит разграничение между совершеннолетними и несовершеннолетними, но, к сожалению, на практике мы видим, что это зачастую не соблюдается. То есть у нас не созданы институциональные условия для того, чтобы реализовать вот какие-то вещи, которые прописаны в нашем законодательстве. Но в то же время, если говорить о том, что в отношении несовершеннолетних должен существовать особый порядок правосудия, то в этом плане можно говорить о том, что наше законодательство несовершенно. Ну, как бы мы должны все-таки, я думаю, и это правильно, исходить из того, что должен существовать раздельный подход в отношении совершеннолетних, которые совершили преступление, и в отношении несовершеннолетних, которые находятся в конфликте с законом, так это называется, да? Потому что разница достаточно существенна между двумя этими категориями людей. Когда мы говорим о подростках, есть термин «подростковая преступность», и когда мы говорим о преступлениях, в основном ее совершают вот из числа несовершеннолетних, вот как раз дети, которые на этапе вот подросткового развития находятся. И сами понимаете, это достаточно сложный такой этап жизни ребенка, когда происходит формирование его психики, когда такие достаточно серьезные физиологические процессы происходят в организме, даже вот просто гормональная перестройка организма. Это очень такое серьезное влияние оказывает на ребенка, и даже он не вполне осознает всегда вот пагубность своих действий. Уполномоченный по правам человека, или как его принято называть в странах Запада, омбудсмен представляет собой институт, на который возглавляется функции контроля за соблюдением справедливости и интересов граждан органами государственной власти и должностными лицами. То есть это своего рода орган, осуществляющий контроль над деятельностью государственных органов по соблюдению ими прав и свобод человека и гражданина. Что касается судебно-правовой защиты детей, да, это то, над чем мы должны еще много поработать. Особенно касающиеся вот такого специального законодательства в отношении несовершеннолетних детей, совершивших какие-то правонарушения. Вот дети, мы должны понимать, что сегодня в нашем государстве, к сожалению, да, вот так системно не ведется работа в этом направлении. Мы все должны понимать, что вот какими-то такими серьезными там, да, мерами ограничительными, там, не знаю, когда детей сажаем в тюрьмы и так далее, что мы можем таким образом обеспечить там, безопасность, благополучие нашего общества. Нет, конечно. Наше государство должно сделать все, чтобы обеспечить вот такое благополучное детство детей. Конечно, очень много мер надо предпринять таких
превентивных мер для того, чтобы дети не попадали в такую среду, для того, чтобы дети не оказывались да, беспризорными вот на улице и так далее. Дети бы не росли в таких неблагополучных семьях и в таких тяжелых жизненных условиях. Это все, что способствует тому, чтобы потом ребенок оказался вот в тюрьме и так далее. Конечно, у нас сегодня нет такого законодательства, да, для вот такого законодательства, которое предполагает вот особое отношение к несовершеннолетним. Мы должны понять, что это должны быть специальные законы. Уполномоченный по правам человека в нашей стране Асида Шахрыл выступает за необходимость гуманизации абхазского законодательства в отношении несовершеннолетних. Асида Шахрыл убеждена в том, что законы, направленные на защиту прав детей, не просто несовершенны, но и вовсе не разработаны. Что сейчас происходит? Дети, когда совершают какие-то правонарушения и оказываются на скамье подсудимых, да, ну, суд учитывает какие-то нормы, на усмотрение судьи что-то там, да, выносится как приговор, но так не должно быть, это должно быть все расписано. Тогда понятно, почему этот ребенок не может попасть там, да, сегодня в учреждение не специализированное для несовершеннолетних детей. Например, как вы знаете, сегодня у нас нет специальных учреждений ни для несовершеннолетних, ни для женщин. И сегодня они, те дети, которые попадают по каким-то тяжким, да, делам, они отбывают да, срок своего наказания в тюрьме, где, или там в СИЗО, где вместе с рецидивистами, вместе с людьми, которые из криминального круга, у которых устоялись свои какие-то, да, принципы, и они растут там, в этой среде. То есть мы, самый главный наша задача — оградить детей, да, от преступного мира, оградить детей от вот этих вот, да, вот от влияния вот этих, да, каких-то норм, там, принципов, которые, ну, да, далеки от нормальных, они больше всего присущи криминальным. Мы, наоборот, их туда да, внедряем и говорим: живите с ними, выживайте в этих условиях, выживайте. А вдруг, ну, в жизни вот вы сами должны быть, да, вершителями своей судьбы. Вот иду. Так не должен, это ребенок, который должен еще, да, расти, и он им должен иметь поддержку, и наставничество, и там, не знаю, то есть воспитание еще не закончилось, потому что он несовершеннолетний. Асида Шахрыл является членом Конституционной комиссии и выражает надежду, что в Конституции будет отражен институт уполномоченного по правам человека. А что такое реформа? Реформа — это вот внесение изменений в законы, в практику и так далее. И мы в первую очередь, к нам обращаются люди за нарушениями своих. И мы видим, где, на какой стадии, в каком звене это не срабатывает, и что плохо, и что вообще, где пробелы. Поэтому я считаю, что у уполномоченного должно быть право законодательной инициативы для того, чтобы выходить в парламент с такими предложениями. Сегодня, например, я эти предложения отражаю в ежегодном докладе уполномоченного, но они вот так вот, ну, как мы видим, остались без реагирования, все предложения, которые были отражены в докладе 18-19 году. Поэтому, наверное, если будет право законодательной инициативы, может быть, по-другому реагирование будут на наши предложения. Что еще тоже большой проблемой в нашем государстве является, это когда вот просто игнорируются законы. Да, мы можем написать хороший закон, и у нас и сейчас немало плохих норм, да, и немало законов хороших, но практика исполнения очень негативная. Поэтому мы должны все, вот я считаю, что у нас большая проблема, основная проблема в нашем государстве — это то, что мы не следуем законам. И за это нет никакой, в принципе, ответственности. Я об этом как-то тоже говорила, что мало людей, мало чиновников снимают за то, что нарушили закон в своей повседневной работе. То есть если бы у нас такая практика сложилась, когда человек оступился, не сделал что-то, как написано в законе,
И он сразу теряет свое место, свою должность и так далее. Ну, мы, наверное, по-другому бы относились к собственным законам, к собственным правилам, по которым мы договорились жить в этой стране. Для того, чтобы понять, насколько важна работа детского фонда Абхазии, я решила встретиться с одной из семей, кому помогает фонд. Конфиденциальность в данном вопросе важна. Имена и фамилии не озвучиваются. В данной ситуации в целях конфиденциальности голос героя в передаче тоже изменен. 6 лет назад получилось так, что мы столкнулись с тем, что сын попал, в общем, в отделение милиции. На тот момент ему было 15 лет. И под давлением он признался, он дал признательные показания. Кто-то выложил это в интернет, детский фонд это все увидел, они со мной связались и предложили мне помочь. Помогли. Помощь их состояла в том, что так как у моего сына было до этого условный срок, ему очень большой срок дали. Они мне помогли уменьшить этот срок намного, потому что как бы понятия со стороны людей никакого абсолютно не было. Со стороны правоохранительных органов тоже, как бы только осуждение было. Они мне очень много помогли. А сын уже на свободе? Да, сын уже давно на свободе, уже 6 лет. Вот благодаря им намного сократился срок от 7 до 4,5. Процесс реабилитации как у вас проходил? Насколько все-таки, когда было правонарушение совершено, он был несовершеннолетний? Он был несовершеннолетний, да. И как бы смягчающих обстоятельств тоже как бы никаких у него не было, несмотря на то, что он был несовершеннолетний. Им 16 лет уже в местах заключения ему исполнилось. По вашему мнению, насколько важно, чтобы такие фонды помогали? И, может быть, с вашим опытом, насколько вам все-таки было легче, зная, что кто-то может помочь? Этот фонд, я вам честно скажу, большую помощь нам оказал. Особенно моральную помощь. Они поддерживают, потому что малолетние дети, это дети, несмотря на то, что им 15-16 лет, они еще не понимают, что они делают, потому что кругом такая обстановка у нас творится, этот преступный мир, он как-то детей, знаете, приятными словами заманивает, а они нам помогают, чтобы они туда не попали, потому что если ребенок туда попадает, там ничего хорошего нету. Они говорят на перевоспитание. А какое перевоспитание? Они там сидят с настоящими такими матерыми преступниками, которые могут кого-то убили или кого-то ограбили. А это дети, они смотрят на них, и там их учат другому совсем поведению. Там никакого перевоспитания нету. Они сидят в общей камере, хотя говорится, что они сидят отдельно, но это же неправда. И что они там начинают жить по понятиям в тюрьме. И ребенок, который оттуда выходит, он говорит, я уже не такой, какой я был раньше. Поэтому я не за то, чтобы их не наказывали. Да, если ты ошибся, ты споткнулся, ты должен понять, что ты совершил. И тебя должны, ребенка как должны наказать? Заставить его доучиться. Правильно? Мое такое мнение. Или работать его заставить. Сидеть, ты там сидишь в этой тюрьме 2 года, ничего не делаешь, вокруг тебя играют в карты, на деньги или еще на что-то. Это наказание. По вашему мнению, ваш сын изменился, перед тем, как он попал туда, после того, как вышел, все-таки благодаря фонду вам удалось как-то, может быть, мышление поменять, как-то все-таки направить его больше в семью? Все по-разному. Бывают дети, которые подвергаются уже тому, что они хотят так жить, как им показали там, в застенках. И очень трудно их потом переубедить. У нас так получилось, что мой сын уже больше не попадает туда. А бывают дети, которые пойдут по прямой, и все, и уже не свернут с этого неправильного пути.
может быть, как-то с сыном вы общались, его мнение все-таки, он как считает, что он все-таки был неправ, или, может быть, не признает, может быть, его больше, ну, как до сих пор тянет. Нет, его туда не тянет. Ну, понимаете, дети, они же, у них как бы как сказать сейчас правильно вам, они реализуются в своем мнении, они думают, что они всегда правы, пока. Пока ему 20 лет, он может быть, не осознал, но все равно, раз он туда уже не попадает, это уже большой плюс. Раз он больше попал в эту ситуацию, плохая компания, ну, как бы за компанию, вот так вот. Сейчас же с молодежи очень трудно. Сколько раз он попадал? Один раз у него было условно, и вот один раз, второй раз уже как бы на срок пошли. Для того, чтобы все-таки вот с молодежью такие вещи не происходили, по вашему мнению, что нужно? Занять их, может быть? Все-таки это от работы, от учебы. Понятно, много факторов, но именно Да. по-вашему, чтобы ребенка забрать с улицы, что в первую очередь необходимо? Ну вот даже в нашем городе уже начали такие как бы спортшколу отремонтировали, какие-то мероприятия в городе проводятся. Вот такого плана надо мероприятия проводить, чтобы они и даже вот, чтобы патрулировалась как бы улица, чтобы дети беспризорно не шатались. Раз он ходит по городу беспризорно, значит его надо один раз привезти домой и родителей вызвать, посмотреть, почему твой ребенок в такое время находится. Может быть, он где-то с мамой в гости пошел, а может быть, он убежал. А может, мама его сама ищет где-то. Вот такого плана помощь, чтобы была. Даже вот те же самые детские комнаты, милиции, они в основном особо никакой работы не ведут. Просто для галочки. Я так думаю. В городе у вас много молодежи, которые все-таки, можно сказать, периодически вступают не на правильный путь? Последнее время нет. Но до этого было. Сейчас как-то, потому что все в спортшколу ходят, занимаются. Просто вот сейчас пандемия, да, была, а то очень много детей ходят на занятия, и как бы у нас сейчас в городе не такая ситуация. Мышление все-таки меняется? Да, меняется. И вот этот фонд, если ребенок попадает в такую ситуацию, они большую роль играют, потому что они с таким рвением защищают этого ребенка. Вот они совсем посторонние люди, да, но даже иной раз близкие тебя осудят, а они вот с искренностью, с этой, они стараются, чтобы этих детей, как бы, чтобы они туда не попадали. Я им очень благодарна. Я, наверное, сейчас очень много сказать в такой передаче не смогу, но хочу сказать, чем меньше будет у нас детской преступности, да, то есть чем меньше детей мы сможем оградить от этой, так скажем, нежелательного вот этого сообщества, чтобы не было у них такого, что вот это воры в законе или авторитеты эти, они для них какие-то необыкновенные авторитеты, они почему-то с ними могут найти легче общий язык, чем те же учителя или директора школ, или же инспектора, или же даже мы с вами. Понимаете это? Иногда вот хочется там поругать или что-то сказать, а вот найти с ними общий язык, найти подход к ним, получается, что очень трудно. К чему я хочу сказать? Чем меньше будет этих детей в этом возрасте, вот до 18 лет, допустим, да, до 18 лет они считаются несовершеннолетними, они считаются детьми, это прописано в нашей Конституции. Я уже это говорила много раз, просто у нас, к сожалению, многие люди не читают Конституцию и не знают некоторых прав, которыми они даже, на что они имеют права, прописанные у нас в Конституции, но, к сожалению, очень часто не реализованные в жизни. Но я что хочу вот этим сказать, что чем меньше этих детей будет, если мы будем ими заниматься вплотную и сможем их отвратить от этого уличного, там, того же, даже, допустим, мелкого воровства, которое потом может перерасти в большое какое-то преступление или правонарушение, тем меньше будет у нас преступников вообще, когда они станут взрослыми людьми. Понимаете? И мы сможем, чем меньше вообще, и тогда считайте, что мы состоялись как государство, когда в государстве есть люди. Вы же видите, вот мы не любим говорить о том, как на Западе, да? Но если на Западе есть страны, в которых закрылись тюрьмы,
то это говорит о чем вообще? Что значит преступников стало меньше, и им тюрьмы не нужны. И они в эти тюрьмы превратили там в другие какие-то заведения. У нас же наоборот, вы знаете прекрасно, что все время стоит вопрос о том, что у нас построят новую тюрьму, более такую, ну, наверное, оснащенную и так далее. Но и почему-то еще всегда говорят, что вот рядом они сделают типа детской колонии. Например, я считаю, что вот в процессе всех этих 5 лет, что мы занимаемся такими детьми, делать детей, поставить маленькую ту же колонию или маленький какой-то реабилитационный центр, в котором дети смогут перевоспитываться, и они смогут как бы корректироваться, то есть они получат какие-то знания и смогут выйти из этого реабилитационного центра и смогут, например, работать, стать полноценными членами нашего общества. Это очень трудно, конечно, но это не так уж трудно, если ты начнешь это делать. Мне кажется, что это самое главное сегодня, на сегодняшний день, когда ты работаешь с детьми. Просто видите как, такое общество осудить каждый может, а вот понять и помочь — это вот очень редко. От тюрьмы отсюда, говорят, не зарекайтесь, но на тот момент, когда нашим детям дали срок, 14-летнему ребенку дали срок, который первый раз попал в эту ситуацию, и вот могли же бы как бы условно что-то дать, наказать, да, условно хотя бы дать, тем более можно было в семейное положение войти. За своего не говорю, за того мальчика тоже я переживала. 14 лет бабушка с дедушкой воспитывали, и они все равно его в дранду посадили, как будто есть отдельное место, чтобы они вот отдельно сидели. Но это не должно такого быть, чтобы они сидели вместе с взрослыми уголовниками. Потому что они приходят туда. Обидно то, что там, за стенкой этой тюрьмы, для этих детей находятся такие слова, которые их потом к себе притягивают. А у нас, когда вот они здесь вот на улице, в школе, они в школе очень много с несправедливостью сталкиваются. Может у ребенка проблема в семье, правда? Может такое быть. Он поэтому в школе начинает меняться. Поэтому и в школах психологи должны тоже работать, я так думаю. Заканчивают же, что на психолога учатся. И с детьми вот со школы надо начинать работать. Даже те же самые какие-нибудь фильмы показывать, что за стенкой не так сладко, как вот на воле. Конечно же, я считаю, что настолько Абхазия была всегда ввергнута в то, чтобы выжить. Постоянно у нас, во-первых, вы знаете прекрасно, у нас до 2008 года всегда была угроза того, что, не дай бог, начнется военные действия со стороны Грузии. И мы все время находились как бы под дамокловым мечом, понимаете? То сегодня одно, то другое, то третье. И конечно же, о перевоспитании или же там о каком-то новом мышлении и так далее, может быть, не было и времени. Но я думаю, что когда мы вот говорим слово «пхащароп», да, мы, наверное, имеем в виду, когда мы говорим это слово, так говорили наши старшие, если мы прочитаем наши произведения наших и писателей, и историков и так далее. Вот это «пхащароп» означало «будущем». Будущем. «Пхащароп ускалмцаров», чтобы твоим детям и твоим внукам не было стыдно за тебя. Понимаете это? Я считаю, что это очень, с одной стороны, как бы хорошо, как бы этот принцип соблюдать. Но и еще вот, для того, чтобы, к чему я это сказала, конечно же, наши правоохранительные органы, или же наши правозащитники, или наши те же студенты, да, они не имеют, к сожалению, и не имели такой возможности, чтобы поехать на какие-то вот тренинги, допустим, или же на какие-то курсы по обучению. Как делается, как в современном сегодня мире ведут себя в той же тюрьме. Понимаете это? Или же до того, как человек попадет уже на несколько лет там, или, дай бог, чтобы ненадолго, чтобы не было тяжким преступлением и так далее, но все-таки туда попадает, и чтобы он оттуда все-таки вышел человеком, а не каким-то вот, которым мы потом не захотим и общаться и так далее. Но мы будем проводить тренинги для
такие специализированные тренинги именно по правосудию для несовершеннолетних, чтобы и наши же, и судьи, и те же люди, вся правоохранительная, правоохранительная система, которая работает именно с детьми, чтобы они понимали, что это должно быть дружественным и должно быть гуманным прежде всего, а потом уже, если он после 18 не встанет на правильный путь, это уже будет его судьба, и он будет, этот мальчик или девочка, это будет их ошибка. Но общество до этого, до 18 лет, должно делать все, чтобы они не стали преступниками. Да, и еще я хочу сказать, мы объявили 2-3 месяца назад объявили конкурс и по темам, как раз таки, которые касаются правосудия для детей, для несовершеннолетних. К сожалению, только 7 человек нам прислали свои эссе. И мы объявили даже, что это будет денежная награда будет, и что это потом даже те, которые не выиграют 3 работы, что мы их напечатаем, и что люди будут знать, они же говорят, что мир нас читает, Facebook и так далее, а мир будет знать, что в Абхазии есть такая молодежь, которая пишет на эти темы, которые хотят, значит, они хотят хорошего, понимаете, что у нас не все потеряно. И я, конечно, благодарю этих 7, которые написали, но я хотела бы, чтобы еще больше было к этому внимания. При детском фонде работает общественная организация, которая начала свою деятельность в 2018 году. За несколько лет сфера деятельности общественной приемной значительно расширилась. Мы тоже мониторим суды, мы посещаем, когда есть такая возможность, мы посещаем суды. Если это надо, мы пишем обращения в суды. И это имеет эффект. Ребенок, подросток, который знает, что кто-то о нем беспокоится, он по-другому как-то начинает себя осознавать. У нас есть такие примеры детей, которые были осуждены и которые после курса психологической реабилитации они поменяли свое мнение, они совершенно изменились, им стало нравиться подрабатывать летом, зарабатывать, помогать родителям. Но и мы хотим также работать с родителями, поскольку родители, они могут не видеть тех изменений, которые происходят. Родителям приходится зарабатывать на жизнь, прокормить ребенка, одеть, обуть, обеспечить явку в школу. Но для того, чтобы все это задействовано было, одного детского фонда недостаточно. Нужно привлечь и другие учреждения. Это школы образовательные, это правоохранительные органы и, конечно же, какие-то поправки в законодательной системе именно в отношении несовершеннолетних. В настоящее время Детский фонд Абхазии занимается защитой прав и интересов несовершеннолетних правонарушителей и так называемых трудных подростков, находящихся в группе риска. Работа с ними ведется 24 часа. Без помощи государства трудно будет помочь такому количеству социально незащищенных людей, которые у нас на сегодняшний день в Абхазии есть. Я, честно говоря, не работая в фонде, не подозревала нас, в Абхазии, где у нас родство, где люди друг друга не оставляют ни в трудностях, ни в радостях, что называется. Я не думала, что в Абхазии есть столько нуждающихся в элементарных вещах, в том, как нормальное питание для детей. Это то, что первоочередное, да, там. Очень много людей, которые нуждаются в абсолютно элементарных вещах. Не все могут себе позволить лечение, медикаменты, не все знают, как и куда обратиться в случае, если тебе нужно на постоянной основе какой-то препарат, который тебе не по карману. Да. У нас, например, есть из наших подопечных пару семей, которым помогают просто наши знакомые, в присутствии которых мы озвучили их проблемы, и они вызвались на постоянной основе, пока будут возможности, и пока этим детям будет нужна эта помощь, они оказывают эту помощь, покупают дорогостоящий препарат одной девочке от астмы. Мальчик есть 8-летний, у которого посерьезнее проблемы, ему тоже есть семья. Они
скромные, не хотят, чтобы озвучивали как бы их фамилии, но при любом обращении они очень отзывчивы, добросердечные и никогда не отказывают. И таких людей на самом деле немало. Единственное, что как бы не всегда есть возможность до них донести у нуждающихся людей. Поэтому в этом смысле мы тоже являемся, так скажем, проводниками. Вот когда мы говорим о своем государстве, да, мы ведь думаем мы думаем о государстве, но в первую очередь мы должны думать о детях. Почему о детях? Потому что дети, вот это громкое слово, дети – это наше будущее, мы говорим. Но здесь речь идет о всех детях, понимаете? Такого не должно быть, чтобы этот ребенок или эта семья, они чужие. И что у них там творится, вот пусть отец и мать разбираются с ними. И иногда эти семьи не имеют никакой помощи, никакой поддержки, ни материальной, ни психологической, ни социальной и так далее. Они как, вот знаете, как получается, как изгои, что ли, в этом обществе. Но если мы хотим построить цивилизованное государство, да, где не будут нарушаться права ничьи, особенно не детей, и не взрослых там, и не тех, которые, к сожалению, являются, вот, бывают люди с ограниченными возможностями и так далее. Если мы все это будем учитывать и взаимодействовать, все будут структуры, которые должны в этом участвовать, может быть, мы сумеем сделать то, что как бы у нас изначально как бы заложено, и о чем мечтали и наши первый президент, и остальные президенты, и мы сами тоже с вами. Понимаете это? В малообеспеченных семьях родители не могут дать полноценное развитие своим детям, и часто в силу разных социальных причин подростки оказываются на улице. Нередко обстоятельства толкают подростков на преступный путь. С чего мы начинаем? Как только нам поступает звонок, естественно, мы едем в семью, изучаем как бы проблему семьи, общаемся с родителями, со школой, где учится подросток, вот, и выясняем как бы все подробности его жизни, что могло его сподвигнуть на такой поступок. Пытаемся вместе с ПДНовцами как-то решить эту проблему. Вот. Наши юристы, если ему требуется на этом этапе юридическая помощь, естественно, вступают в дело. Вот. И самое главное, вот психолог. Психолог начинает работать с родителями, с подростком. Принимаются все возможные меры. Если наших ресурсов, там, финансовых или каких-то не достает для решения проблемы конкретного подростка, мы обращаемся за помощью к тем, кто может повлиять на это. Во-первых, вот даже вот посмотри, когда мы говорим о правах человека, да, они говорят, нам не нужны никакие права человека, у нас есть закон Апсора, и пусть это все будет по Апсора. А если посмотреть Апсора, ведь это неписанный кодекс чести, да, и как раз-таки в этом неписанном, этом самое главное, во главу угла, уважение к другому человеку. Даже если этот человек полностью не соблюдает, я имею в виду, не твоих взглядов, и ты полностью, он даже может считаться твоим врагом, но ты как человека его должен уважать и выслушать. А если ты имеешь какие-то аргументы, пожалуйста, ты можешь сказать. Понимаете? То есть уважение к человеку, уважение к женщине, уважение к детям. Это я сейчас не хочу переходить это, но это касается и ювенальной как раз-таки юстиции тоже, что когда в семье мама и папа пьют, а папа, когда выпьет, бьет, а ребенок потом становится заикой, вы думаете, это я сейчас оборвусь, я взяла с неба или сочинила, или прочитала в каком-то сайте. Нет, это в нашей жизни. Понимаете, это здесь у нас. Вот как этих людей, например, не лишать? Раньше это было лишение родительских прав, да? А сейчас этого нет, потому что если даже оно будет или есть в законе, они не могут их лишить, если и лишат, потому что детей некуда девать. Понимаете это? Детей ведь надо куда-то взять, чтобы они не жили целый день, не слышали этот, допустим, этот мат-перемат пьяного отца, дебош, который устраивает, бьет их и так далее. Есть такие еще и матери, которых надо лишать. Например, я
15-летнюю свою дочку она разрешала, ну не хочу сейчас, чтобы это все тоже слышали, действительно, свою девочку подставляла за деньги. Понимаете, это такое же тоже у нас было такое. И эту мать тоже до сих пор ее не смогли, как говорится, лишить ни материнства, ничего, потому что не так уж просто и легко это сделать. Или, например, когда родители, особенно это получается, когда это одинокие матери, не пускают детей в школу, а может зато пустить, просить милостыню в общественных местах. Понимаете? То есть на эти деньги потом она себе берет и идет покупает водку. И такие случаи у нас есть. То, что касается ювенальной вот этой юстиции, слово, наверное, ювенальное им не нравится. Я уже много раз говорила. Ювенальное, это juvenile по-английски означает несовершеннолетний, юный. Понимаете? Вот вам juvenile и юный даже слово, если вот созвучные они. То есть justice это есть справедливость или же юстиция, как бы, да? Это почему же не должно быть правосудие? Должно быть на самом деле справедливым в отношении и взрослых, но в детей должно быть, я считаю, намного справедливее должно быть, и намного должно быть гуманнее, и как бы не то, что там полностью ты должен быть толерантным, но ты не должен его сопоставлять с тем, который вот совершил это преступление во взрослом уже как бы возрасте. Профилактика правонарушения неразрывно связана с изменением социальных условий, в которых формируется личность несовершеннолетних. Все это делается в помощь несовершеннолетнему, его родителям, государству и в итоге всему обществу. Особое внимание следует уделить мониторингу условий содержания несовершеннолетних в тюрьмах. Часто их помещают в камеры вместе с уголовными преступниками, что никак не может способствовать исправлению поведения подростков, а наоборот создает условия для рецидива. За неимением никакого реабилитационного центра. Или же той же, вот когда они пишут приговор, говорят о том, что ребенок должен быть в исправительно-трудовой колонии. Но он не попадает в исправительно-трудовую колонию, а попадает, вы знаете прекрасно, в СИЗО Дранды, и там находится весь этот контингент. Дай бог, чтобы ребенок оказался... Но мы не можем сегодня сказать, что 15-летний ребенок, что его психика будет настолько вот крепкая, и он будет такой каким-то, что он не поддастся тому, что иногда там могут ему преподавать некоторые, так сказать, уроки плохого потом уже поведения. Вот у нас распространены, скажем, вот эти вот нормы криминального сообщества, и мы как бы понимаем, что вот они как бы развиваются из поколений, не проходят в последующих поколениях, они каким-то образом сохраняются. И, скажем, для детей и подростков, которые находятся в неблагоприятной социальной среде, они как-то быстрее их впитывают. Вот это важный момент, то что с одной стороны мы имеем становящуюся такую или формирующуюся личность, и с другой стороны у нас социальная среда тоже, не везде, наверное, но в разных районах по-разному, но социальная среда тоже недостаточно благополучная, если тем более это ребенок с неблагополучной семьи, то все это накладывается, и мы видим здесь как раз вот такой вот результат в виде преступлений несовершеннолетних. Аида Ладаря всю свою сознательную жизнь посвятила детям Абхазии. О положительной работе Сухумского дома юношества, наверное, известно всем. По ее мнению, в стране есть институты для реализации эффективных мер по профилактике подростковых правонарушений. Очень важно, чтобы была работа по так называемому ответственному родительству. Надо всего лишь вспомнить и возродить традиции нашего общества. Надо возрождать самые лучшие традиции, когда семья была ответственной перед нашим обществом. Война, конечно, внесла свои коррективы в общественное развитие нашей страны, в воспитательные процессы тоже. Вы помните, что после войны поменялись роли в семье. Из-за того, что была закрыта граница и нельзя было мужчинам переходить и работать, тогда появилась вот такая новая форма содержания семьи. Женщины взяли на себя.
А у нас традиционно женщины воспитывают в семье своего ребенка. Отец, конечно, присутствует тоже при воспитании, но он в основном был добытчиком. А тут поменялись роли, и дети в основном остались без надзора, такого нужного надзора, да, очень много, большое количество ребят. И тут, конечно, появилась вот такая опасность, как улица. Улица, которая, к сожалению, несет не всегда положительные правила, не всегда положительные примеры. И у нас появилась такая вот категория ребят, которые, к сожалению, стали, их менталитет даже стал меняться. У них стала меняться система ценностей. Что делать, как спасти таких ребят, как остановить их, как направить на правильный путь. Это тоже задача и семьи, и государства, и общества. И тут, когда задумываешься, а что делается на самом деле в этом плане? Ну, единственное, что опять-таки понимаешь, что нужно, чтобы были какие-то центры развития детей, чтобы оторвать их оттуда, заинтересовать. Потому что ребенок, он в любом случае, он тот материал, будем так говорить, да, который податлив, и главное, в какие руки он попадет. Вот, поэтому должны были быть какие-то... Школа, конечно, выполняет свою роль, но она в основном обучает. Воспитательная часть, к сожалению, тоже, может быть, после советской школы как-то стала немножко меняться, непонятную тоже, для меня непонятную сторону. Но, во всяком случае, мы же видим результат. Мы видим, сколько ребят становятся на путь совершения каких-то преступлений, да, и что с ними делать, как их защитить. А защищать их надо. Есть примеры того, что при задержании этих малолетних правонарушителей нарушаются их права. А где они содержатся? В камерах со взрослыми. У нас потенциарная система, к сожалению, тоже не очень хорошо развита. И самая основная задача потенциара – это исправление, возвращение человека в общество. Но мы видим, что нет тех условий, которые могли бы эту задачу решать. Значит, надо думать и над этим. Есть у нас неблагополучные семьи. Надо решать проблему центров реабилитации, центров поддержки таких семей. Надо, в конце концов, думать о Конвенции защиты прав ребенка. Да? Их тоже надо принимать, международные какие-то примеры того, как решать проблему с защитой прав ребенка. То есть очень много всего, что нужно делать. Кто должен это делать? Опять-таки приходишь к выводу, что это должны мы делать все вместе. Только когда мы с вами поймем, что эта ответственность лежит на каждом из нас, эта ответственность лежит на государстве, эта ответственность лежит на семье, эта ответственность лежит на школе, ну, на всех. Нельзя сказать, что вот одна школа должна взять и воспитать, и вернуть этого ребенка на правильный путь развития. Нет, конечно, только вместе, только скоординированно, только поддерживая и помогая, и взаимодействуя, мы сможем что-то сделать для наших ребят. Сделать то, чего они, в общем-то, достойны. Опять-таки, возвращаясь к тому, что гарантирует нам Конституция. Большинство психологов разделяют принципы ювенальной юстиции и надеются, что в абхазской правоохранительной системе и правосудии будут пересмотрены стандарты, по которым строится работа с детьми и подростками. В этом отношении в Абхазии должна быть проделана большая и важная работа юристов и общества. Были случаи, когда дети были избиты, да, в милиции, в отделении милиции. И я даже просила родителей написать заявление, они сказали да, но потом не написали, потому что, видно, с ними поговорили или подумали, что это, за это они еще больше придется им расплатиться, когда наказывают. Люди боятся, конечно, и не всегда готовы писать заявление. Но дети, да, детей бьют. Я думаю, что в детском фонде много информации, там, вплоть до того, как их там привязывали в наручниках к батареям, к радиаторам и так далее. А есть случаи, когда там у нас в офисе тоже, когда задерживали родителей, отца, и вместе с ним забрали детей в отделение милиции, допрашивали. Понимаете, это все потому, что у нас законодательство
Да, может, какие-то отдельные нормы статьи есть, но должно быть все так расписано, чтобы просто двух чтений не было, или одна статья укрепляет другую в плане защиты детей. Да? Поэтому мало того, что есть правонарушения, но еще несовершенно законодательство, и законодательство позволяет в какой-то там части там, ну как бы так, обойти где-то, да, вот не написано там, что вот, ну, получается, что надо, видно, пока мы не станем более цивилизованной, да, цивилизованным государством, надо все так расписывать, чтобы вынуждены были, да, вот следовать вот всем, вот им надо расписывать пошагово, наверное, все, как они должны себя вести, там, сотрудники милиции и так далее. Отец, который завязывал там девочку к кровати и уходил на целый день, понимаете это? А мать выгнала из дома и так далее. Как быть вот с таким отцом тоже? И как ребенка вот там оставлять с ним? Понимаете, когда туда пришли специальные, как говорится, органы и так далее, он сказал, что этого не было. А то, что ребенок целый день один дома в комнате находился и плакала и так далее, об этом, естественно, соседи слышали и знали. Но видите как, сегодня такое у нас получается, что пхашароп уи ухар каладзом, ари ухар каладзом, они ухар каладзом, а потом все это на детях сказывается. И потом, почему мы иногда говорим, что какое было детство у этого человека, когда он взрослым становится, и он иногда может совершить какие-то ужасные вещи в отношении других людей, потому что у него в детстве что-то было, наверное, не так. Понимаете это? И что-то, почему они, некоторые дети, некоторые, вернее, взрослые те же, они могут очень жестоко себя повести. Даже те, которые работают в правоохранительных органах. Я думаю, что в детстве их, наверное, сильно били, раз они могут кого-то потом взять и бить. Я не знаю, как ты можешь чужого ребенка вообще ударить. Понимаете, даже, допустим, у губ жена кухет, да, но ты все-таки должен себя сдерживать. Это ведь все-таки очень важный пост занимают наши сотрудники и правоохранительных органов, и прокуратуры, и так далее. Я ничего против них не имею. По мнению заместителя директора Сухумского дома юношества Аиды Ладаря, несовершеннолетних правонарушителей поставить на правильный путь развития не так сложно. В стране, где все службы взаимодействуют, лишь только сплоченная работа может дать положительный результат. Мы забыли основной постулат воспитания – это пример. Пример старших, пример взрослых. Пример родителей, пример учителя. То есть мы, к сожалению, как-то стали немножко отходить от этого правила. Ребенок сам по себе, мы сами. А ребенок, он же воспринимает то, что он видит, то, что он понимает по-своему. Мы ему мало объясняем, как надо жить. Мало, опять-таки, в силу занятости родителей. Вот это поколение послевоенное, такое среднее поколение родителей, которые были заняты только тем, что надо добыть пищу для этого ребенка, а все остальное не важно. Вот это поколение, к сожалению, и дает тот результат, который мы сегодня с вами имеем. Дети почему-то стали, как они сами говорят, нам ничего не интересно. Как может быть ребенку неинтересно, когда перед ним открывается весь мир, да? Но этот мир надо открыть. Этот мир должны открыть мы, взрослые. Опять-таки, через какие-то занятия, через какие-то... Да надо общаться со своим ребенком. У нас перестали разговаривать с детьми. Я знаю много родителей, которые становятся в позу обиженных, если ребенок не сделал то, чего они хотят, да? Они не задумываются о том, что это они не научили ребенка, они не показали ребенку, как это надо делать. Да, может быть, один раз сказали, надо делать вот так, а он это не сделал. И ты становишься в позу обиженного, вместо того, чтобы помочь этому ребенку понять, чего, собственно говоря. Поэтому у нас очень много, вот в Доме юношества была, очень хороший проект был, поддержка, юридическая поддержка ребят. Да, это был телефон доверия, была такая телефонная линия, и удивительно просто дети звонили и жаловались, и говорили о тех проблемах, которые у них есть. И часто это были проблемы недопонимания именно со стороны родителей. Дети говорили о том, что родители обвиняют их в нелюбви. Ты не любишь меня, ты не делаешь то, что я... Я люблю свою маму, я люблю своего папу. Они не понимают, чего я хочу. Вот этот момент не понимают, это наша с вами родительская ответственность.
Это мы должны понять, почему ребенок не понимает, не видит нашу любовь. Мы же любим своих детей. А ребенок сидит и страдает от того, что ему кажется, что его не любят. Но, видимо, опять надо еще какие-то, я не знаю, программы, чтобы родители опять вернулись и понимали вот эту ответственность свою, родительскую ответственность перед ребенком. Во всем мире существует масса таких программ, но мы как-то очень с опаской относимся к международному опыту. Я не понимаю этого. Не надо брать все, что есть во всем мире. Надо, конечно же, это фильтровать. Надо, конечно, думать, что приемлемо для нас, для нашего менталитета, для нашего общества. И брать лучшие идеи, лучшие. Ну что, давайте откажемся от Макаренко, потому что это за граница, Россия для нас тоже за граница. Давайте откажемся от Джона Лока, не знаю, от всех этих великих педагогов. Зачем? Возьмем передовые технологии, возьмем передовые примеры, которые соответствуют нашему менталитету. Да зачем брать только международные? У нас с вами есть прекрасные традиции, абхазские традиции воспитания. Мы же о них тоже забыли. А это воспитание строилось не на том, что соседи скажут, что сегодня у нас доминирует, а о том, не будет ли твое поведение стыдно перед соседом. Не будет ли за твое поведение мне, родителю, отцу, хащеров, да, то, что мы говорим. И это в хорошем смысле, на самом деле. Потому что когда традиционное абхазское воспитание строилось на том, что ты не должен опозориться, опозорить свою семью, свое село, свой город, свое сообщество, свой народ. Мы об этом почему-то забываем. Почему? Это не требует денег, это не требует каких-то вложений. Надо просто вернуться к нашим истокам в хорошем смысле, да, этого слова. Вот. Преемственность, она должна быть новаторская. И тогда все будет хорошо. Ну, кажется, так легко все хорошо. Нет, конечно. Опять-таки приходишь к выводу, что только вместе, поднимая вот все эти пласты и народной мудрости, и национальных традиций, и международного опыта, и того понимания сегодняшней жизни, вот тогда только, наверное, мы сможем чего-то добиться. Новаторская преемственность именно сегодня необходима подрастающему поколению. У ребенка должно быть право на обучение, право на созидание, да и просто на счастливое детство. Очень важно, чтобы мы сегодня шли в ногу со временем. Да, сегодня ребенка уже не обманешь, он уже перед ним интернет открывает перед ребенком очень большие возможности. Правильно в интернете тоже уметь не попадать в какие-то ловушки, которые есть сегодня, да, а брать от интернета только полезно, этому тоже надо учить. И такие программы есть, я знаю, во многих общественных организациях нашей страны, безопасный интернет, да. А с другой стороны, понятно, что мы сегодня стоим в век таких технологий, которые, к сожалению, какие-то профессии будут отмирать. И надо думать о том, что впереди. Надо ребенку дать эту возможность, перспективы. И я рада, что у нас сегодня появилась вот такая школа-лаборатория STEM, да, которая, с гордостью могу сказать, она родилась благодаря поддержке вот благотворительного фонда Амшера, директором которого я еще являюсь. И я вижу уже результаты. Очень много детей, увлеченные этой новой возможностью не просто получить профессию, а еще и зарабатывать уже даже в таком юном возрасте, потому что они получают современные знания. И вообще я считаю, что у нас в стране очень плохо, к сожалению, с профориентацией обстоят дела, да, и надо очень серьезно работать над этим, потому что сегодня мы прекрасно понимаем, что жить, работать, заниматься нелюбимой профессией, нелюбимым делом, это ты обрекаешь себя на страдания даже. Поэтому очень важно помочь сегодня нашим детям, это тоже их право на профессию, право на выбор жизненного пути, помочь им определиться. Я вот думаю, что Сухумский дом юношества уже тоже задумался над этим очень серьезно. У нас есть уже несколько проектов и по профобразованию, по профтехобразованию, и по профориентации. Я думаю, что мы все вместе сегодня должны очень серьезно
государства и общества работать именно над этим. У нас все юристы, экономисты, мы скоро останемся без электриков, сантехников, и престижность этих профессий, она, к сожалению, упала. И надо вот что-то делать в этом плане, чтобы у ребенка, повторяю, был осмысленный выбор своей профессии, своего жизненного пути. Слава Богу, у нас есть СДЮ, вы знаете, детский, вот, Сухумский дом юношества, который работает с детьми, и это дети у них из благополучных семей. И даже если дети из неблагополучных туда ходят, эти дети потом не идут на какие-то вот, на те же преступления, понимаете? То есть эти дети получают такой вот запас, что ли, положительной вот энергии, знаний, всего, что они не пойдут на плохое, они не сделают, не обокрадут там старушку или же кого-то, или ту же вдову. У нас есть случаи, когда вдову Абхазской войны обокрали, понимаете? Это, то есть, это одно, но есть ведь дети, которые не дошли туда, до Сухумского дома юношества, но они тоже не могут абсолютно всех детей города Сухум привести и у себя учить. Значит, надо думать о том, чтобы еще были какие-то другие организации. Слава Богу, вот появляются сейчас организации, которые занимаются детьми, по, там, судя вот по их талантам, там, по способностям и так далее. Но есть такие, которые, к сожалению, их таланты, их, например, качества физические, как боксеров там, или что, используются совершенно в другом ракурсе. И этот ракурс, конечно же, как правило, это негатив, в который они попадают, а потом уже дальше многие из них, они даже не представляют, что это такое, что такое тюрьма. Вот один мальчик летом попал, месяц он находился там до амнистии. И мать его сказала, что «Игуампхадзит уадахюхаз». Тюрьма ему не понравилась, изолятор, где он находился, ему это не понравилось. С одной стороны, это хорошо, что ему не понравилось там находиться, а с другой стороны, если так подумать, да, вот как их остановить? Я бы не хотела, чтобы они все посидели там месяц и узнали, что это такое. Вот некоторые говорят, пусть там посидят и узнают, что это такое. С одной стороны, может быть, можно, ведь в мире есть очень много разных люди только и делают, что половина, почти 50, более 50 лет занимаются тем, чтобы пишут конвенции, законы, какие-то рекомендации разные. И даже вот эта конвенция по правам ребенка, которую приняли очень много стран, и в этой как раз конвенции по пунктам все записано. И как раз там есть и такие пункты, не пункты, а статьи, в которых как раз-таки права вот детей, которые попадают в конфликт с законом, все это обговаривается, и государство это принимает, понимаете, к себе в учет, как говорится. Любому человеку нужна поддержка, а тем более, когда необходимо решить непростые жизненные ситуации. Но в нашем обществе достаточно тяжело воспринимают работу различных соцслужб, считая, что семья сама должна разобраться с возникшими проблемами. Если исходить из понятия «моя семья, моя крепость», это хорошо. Но крепость не в том плане, что ты закрылся от общества, и все, что творится у тебя в доме, может быть, ты издеваешься над своим ребенком, считая, что это твоя форма воспитания, и никто в это не должен вмешиваться. Нет. Нет, конечно. Государство, общество должны охранять ребенка от таких родителей. Да? Но тут опять-таки должна быть такая дозированная, что ли, мера того. Есть очень плохой тот же международный опыт, когда чересчур вмешиваются в дела семьи, да, но есть, опять-таки, повторяю, разумный и дозированный подход, который основан на понимании, с одной стороны, защиты прав ребенка, с другой стороны, не перегнуть, да, не переборщить, что называется. Тут опять-таки, это опять результат может быть только, когда общество образовано. И я верю в то, что только образование, если красота спасет мир. В нашей ситуации, мне кажется, образование, просвещение – это та дорога, тот путь, по которому мы должны идти. Потому что нет других вариантов, потому что образованный – это не обязательно, что у него высшее образование, а интеллектуально рассчитан. У нас в Сухуме были сапожники, извините, которые были грамотнее некоторых профессоров, начитаннее многих профессоров. И они были чисты душой, они были чисты помыслами. А это самое главное. И когда человек
образован, когда человек культурен, и помыслы у него будут другие, он будет думать о добрых делах, а не о зле. И он может тогда и бороться со злом. Может быть, я сейчас так философствую, как бы, но я верю в это, потому что я знаю таких людей, их немало в нашей стране. Мы должны на примере этих людей тоже воспитывать наше подрастающее поколение. Это тот путь, который возможен. А закрыться, лишь бы что-то не сказали соседи, и при этом я своего ребенка, извините, постоянно подвергаю какому-то насилию, конечно, тут должны работать институты государственной власти, общественные институты. И надо защищать такого ребенка однозначно. Для того, чтобы ребенка забрать с улицы, ему нужно дать альтернативу, занять его тем, что ему нравится. Век технологий диктует свои правила, которые мы с вами не можем игнорировать. Вопрос, конечно, очень важный, потому что это основа государства образования. Молодое поколение, которое должно потом, через какое-то время, стать во главе этого государства, создавать это государство, это та задача, которая стоит перед государством, перед обществом. И только во взаимодействии вот этих двух основных как бы компонентов нашей с вами жизни можно чего-то добиться. Наша Конституция, она, в принципе, заявляет, что мы будем и живем, и будем жить в государстве демократическом, правовом, и защита прав человека, а особенно прав ребенка, это самая главная прерогатива, наверное, нашего государства. Это основа, потому что если человек будет чувствовать себя свободным, чувствовать себя защищенным в этом мире, то он будет творить, он будет создавать, он будет реализовывать все свои возможности. А эти возможности, они должны быть увиденными нами, взрослыми, семьей, государством. Как же это делать на самом деле? Очень просто. Существует масса возможностей, масса инструментов для этого. Можно взять и национальные традиции воспитания подрастающего поколения. Можно взять те традиции, те возможности и тот опыт, который существует на протяжении всего человечества. Взять самое главное, прогрессивное, и начать создавать условия для того, чтобы наши дети воспитывались и развивались в достойных условиях. Ну, для этого послевоенная Абхазия, конечно, ограничена в каких-то возможностях, но уже 30 лет прошло, уже давно пора создавать что-то такое, что помогало бы нашим детям самоопределиться в этой жизни, получить массу знаний. Но, к сожалению, вот у меня очень плохой опыт в этом плане. Сколько я себя помню, мы старались всегда добиваться, чтобы в этой стране были возможности какие-то. Ну, пионерия закончилась, да, дворцы пионеров закрылись. А что взамен? Что получили? Нету места, где дети могли бы, и молодежь, юношество, могли бы развиваться достойно. Ну вот так получилось, что после войны мы все как бы друзья собрались и понимали, что что-то надо делать. Тогда вот создался Сухумский дом юношества. И мы думали в 1998 году, что появятся как грибы во всех городах, во всех весях Абхазии, появятся такие же центры, да, где дети могли бы реализовать свои возможности. Но, к сожалению, этого не очень случилось. А в Ачимчирском только вот доме юношества такая возможность, которую мы тоже помогли очень создавать. И какие-то небольшие, может быть, ну, такие локальные центры. А республика нуждается в большом, я не знаю, хай-тековском хотите, каком-то другом виде, но центры для детей, для молодежи, потому что это важно. И это одна из форм защиты права ребенка на воспитание, на образование, на счастливое детство. Найти компромисс в спорах вокруг проблемы ювенальной юстиции сложно. Яростная пропаганда активистов с двух сторон не позволяет осознать важность и потенциал концепции, но идея повышения на государственном уровне приоритетности задач, касающихся профилактики, правосудия и реабилитации несовершеннолетних, явно заслуживает внимания. На самом деле очень стращают, конечно, этой ювенальной юстиции, и это не совсем правильно, потому что речь идет всего лишь навсего о правосудии, которое ориентировано на несовершеннолетних. То есть оно учитывает вот эти все моменты, специфику детской психики, специфику детской физиологии, о которой я говорил.
И, ну, конечно, вот в таком обыденном сознании, в масс-медиа тоже присутствует критика, потому что смешивают одно с другим. Но главное, я, например, предпочитаю говорить о правосудии для несовершеннолетних. В принципе, это то же самое. И мы должны ориентироваться, в принципе, на международные стандарты, потому что они вполне адекватные. Они как раз говорят о том, что система предупреждения подростковой преступности, расследования подростковой преступности, само правосудие в отношении должно быть повернуто лицом к ребенку. Что я, например, когда присутствовал на суде в отношении несовершеннолетних, там очень много вот было нарушений именно международных стандартов, а с точки зрения нашего законодательства как бы все нормально, потому что ну, ребенок содержится в клетке или в аквариуме, ребенок как бы может находиться, доставляться в наручниках, что тоже недопустимо. То есть такие какие-то меры к ним могут применяться, которые как бы с точки зрения международных стандартов недопустимы. Тут главное, что поскольку речь идет о формирующейся личности, мы не должны сделать так, чтобы поместить его в еще более худшую среду, где у него бы закрепились все вот эти вот антисоциальные установки, которые у него есть. Потому что он отбывает наказание или находится в местах содержания под стражей вместе с совершеннолетними преступниками. Ну, они могут быть и закоренелыми в том числе. А если уже он отбывает наказание, то это стопроцентно. Вот. И вот эти особенности, они должны учитываться. Тем более, что, скажем, социальная среда, вот у нас есть районы, которые можно назвать депрессивными, где может даже быть высокая, да, подростковая преступность и распространенная. И для нас это очень большая проблема. И мы можем ориентироваться, есть стандарты, и есть уже стандарты, которые были имплементированы в практике постсоветских стран. Можно вот как бы взять пример с тех стран, в которых эти стандарты есть, и даже в той же России эти стандарты реализованы, они используются. Мы наработали свои собственные методы, и мы бы хотели, чтобы об этом знали и родители. И мы для того, чтобы как бы решить проблему с несовершеннолетними, но я уже не буду говорить о том, что несовершеннолетних содержат в камерах со взрослыми, но здесь нужны какие-то законы, связанные с ювенальной юстицией. В переводе это означает это дети. Во многих странах уже созданы такие суды, и в России тоже. В России такой пробный пилотный проект был начат в 2001 году в Ростове, а в 2004 году уже первый ювенальный суд состоялся в Таганроге. И в России с 2005 года и федеральный закон ведет разработку ювенальной юстиции. Конечно, это тщательно изучается, и те негативные последствия западные, они не должны учитываться. Но это сеть таких организаций, которые участвуют в решении, в судьбах несовершеннолетних, которые совершили противоправные поступки. Ну, конечно же, там участвует и полиция, милиция, и прокуроры, судьи. Нам надо сегодня, конечно, думать о том, чтобы вот вся система ювенальной юстиции, да, многих это пугает, система ювенальной юстиции, что вот будут детей по каждому мелочи отбирать у родителей. Но на самом деле никого ребенка не отбирают. Сегодня вообще не то, что не отбираем, мы сегодня детей, кого надо, на самом деле суд лишает родительских прав, а ребенка некуда девать, да? Или есть все показания, все основания для того, чтобы ребенка забрать из этой семьи, потому что в невыносимых, нечеловеческих условиях там ребенок растет, и государству некуда забрать. И получается, что вот в этом смысле я бы так сказала, что мы не очень благополучно у нас в этом смысле, в нашей стране. Вот. И
И, конечно, должны быть созданы организации соответствующие, куда, если есть там неблагополучная семья, куда можно, да, прийти им, и это будут ли специализированные учреждения для детей, или это будет дом матери и ребенка, ну не знаю, есть разные формы, и разные эти, ну сейчас во всем мире уходят от интернатов, да, из благополучных странах уходят, потому что ребенок все-таки должен расти в семье, в любви, в заботе и так далее. И поэтому, ну, может, мы можем по такому пути тоже, но это все должно регулировать государство. Мы не можем это оставлять вот так вот, ну, не регулируя. И, конечно, это все должно регулироваться законодательством. В Абхазии ювенальную юстицию считают угрозой многовековому институту семьи. Серьезные споры между ее сторонниками и противниками не стихают, но в одном мнении их едино – права детей выше прав всех других граждан.